Завеса дыма, нависшая над районом КВС и распространяющаяся со стороны улицы Булякова, стала заметна в третьем часу дня в минувший четверг и послужила поводом для череды тревожных обращений на студию нашей телекомпании. К моменту прибытия съемочной группы на месте происшествия уже работали бригады пожарных. Площадь возгорания в настоящий момент сопоставима с 3 футбольными полями. Погода стоит ветреная, огонь продолжает распространяться, усилия пожарных нацелены на то, чтобы локализовать возгорание. 3 августа 2017 года в 14 часов 13 минут в пожарную службу поступило сообщение о возгорании сухой травы по улице Булякова. Значит, по прибытию дежурного караула было установлено, что существует угроза распространения огня на хозяйственные постройки по улице Чайковского и распространения огня на тепловую трассу по улице Индустриальное шоссе. Значит, в связи с чем было привлечено 2 единицы техники дополнительно. Площадь возгорания составила порядка более 2000 квадратных метров. Значит, скажем так, загорание травы сухой было ликвидировано в течение порядка 1 часа. Огонь распространялся со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Индустриального шоссе. Причиной обширного возгорания травы, по предположениям специалистов, стала неосторожность нерадивых горожан при использовании табачных изделий. Овраг напротив магазина «Полушка» по улице Булякова служит укромным местом для сходок лиц без определенного места жительства и молодых людей, балующихся сигаретами. Огонь, вспыхнувший от неосторожно брошенного окурка, быстро распространился вдоль всего поля. Развитие событий на месте происшествия, своевременно замеченного жителями микрорайона, в режиме реального времени активно обсуждалось среди интернет-сообществ нашего города. Общественность беспокоила вероятность распространения огня на территорию автозаправочной станции, находящейся в относительной близости к очагу возгорания. Существовала такая угроза распространения, но так как ветер был с севера на юг, а именно, получается, в сторону Чайковского, в сторону улицы Индустриального шоссе, то пламя ушло, а огонь ушел в сторону Индустриального шоссе по траве. Но угроза такая существовала, так как там большой пустырь, и сама АЗС расположена на территории пустыря по улице Чайковского. Территория АЗС, скажем правильно, не защищена от распространения огня по сухой траве, там отсутствует опашка, в связи с чем мы будем предлагать руководству АЗС провести данные превентивные меры, направленные на ограничение пожара при возникновении пожара травянистой растительности. Благополучный исход события, согласно комментариям официальной стороны, предопределило своевременное обращение горожан в службу 01. Во избежание новых возгораний пожарные призывают сибайцев не пренебрегать правилами противопожарной безопасности. Как прогнозируют синоптики, август может стать самым засушливым месяцем лета, что значительно увеличивает вероятность возникновения подобных инцидентов. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Расфидина, телекомпания СТВ.